Здравствуйте, это программа «Актуальное интервью». 20 тысяч квадратных метров жилья, именно столько снесли за последние 2 года в Нерюнгринском районе. Муниципалитеты могли бы и ускориться, уверенные жители. Некоторые дома ждут своего сноса по полгода. В основном это аварийный фонд. Как выстраивать систему сноса и чего ждать от новой программы переселения из аварийного жилфонда, которая заработает в России в следующем году, мы поговорили с Вадимом Семеновым, депутатом районного совета депутатов. Вадим Николаевич, в ближайшие 3 года в Нерюнгринском районе собираются снести 27 тысяч квадратных метров жилья. Понятное дело, что основная масса – это аварийный жилфонд. В ближайшее время, скорее всего, и на этом месте будет пустырь. Дом на Чурапчинской 6/1 аварийный, уже расселен, но не снесен. Сносят полгода. Как видим, территория абсолютно не огорожена. Возникает логичный вопрос. А может, нам пора уделять внимание не только качеству строительства нового жилья, но и качеству сноса аварийного фонда? Ну, я думаю, да, действительно, наверное, надо уделять не только строительству жилья, но и сносу, и качеству сноса жилья, потому что на сегодняшний день вы видите, что работы происходят таким образом, что разбирается, как вы сказали, уже полгода разбирают то же самое дом не какие-то квалифицированные специалисты. У нас вот здесь рядом стоит стоящий рядом жилой дом, ходят дети в школу, стоят вот, как видите, автомобили стоят. Вот так у нас происходит демонтаж строительства или монтаж этого, разбор вообще дома, такого вот ветхого аварийного жилья. Могут упасть, наверное, доски вот эти все, стекла летят на машины, также и на детей было тепло, бегали здесь, ограждения никакого нет, все отсутствует. Ну, соответственно, вот качество, наверное, и демонтаж, разбор этого дома, наверное, надо на это обратить внимание, в том числе, наверное, наших городских властей. Дом стоит до сих пор в полуразобранном состоянии, ветхим. Каждый день что-то понемногу разбирается и так далее. Вот по итогам 2016 года Нерюнгринский район вошел в топ-100 лучших муниципалитетов России. Там показатели различные, и социально-экономический рост, и в том числе уважение в профессиональной среде и компетенция руководства района. Но там, к сожалению, нет жилищного строительства, в особенности расселения из аварийного жилья. Ну, неужели нечем гордиться? Сомневаюсь, что в таком большом районе, как Нерюнгринский район, не строят жилье. Ну как, я бы не сказал, что жилье не строят. Жилье, наверное, строится сегодня, но не так бы, как хотелось, наверное, в какой раньше он строился, в каких объемах, можно сказать так. А жилье строится, жилье, люди переселяются, в том числе вот Чурапчинский район, вот наш район, наверное, остался уже единственный дом, который будет стоять как на пустыре. Дома расселяются, какие-то дома выкупает квартиры, наверное, администрация и так далее. Может быть, гордиться и нечем, но тем не менее продвижение какое-то по строительству домов есть. То есть Чурапчинский район, Сосновый район, он как-то преобладает, наверное, тем или иными возможностями. И тем не менее, все это будет, наверное, ну, в будущем еще, наверное, десятилетка лет, пока все это будет расселено и рекультивирована будет, наверное, площадка здесь, тоже пока непонятно. А вот Серебряный Бор по-прежнему, к сожалению, остается отстающим по программе переселения в Якутии. До этого Нерюнгри еще был в числе двоечников. И возникает, конечно, вопрос, вот практика, когда районные власти передают полномочия по расселению на поселковый уровень или на уровень города, вот на ваш взгляд, насколько она оправдана? Может, нужно все собрать воедино, чтобы только вот район это все контролировал? По аналогии, как с соседями в Алданском районе. Это ответят, наверное, там главы поселений и так далее. Как, наверное, договорятся, да, как будет это вообще передать полномочия, потому что, насколько я знаю, это отдельное муниципальное образование, и имеют отдельные расчетные счета, имеют отдельное финансирование, поэтому здесь о передаче полномочий, будет ли оно лучше, да, я считаю, что, наверное, да, если будет администрация какая-то консолидированная одна, у нас, или окружная администрация будет района, и иметь полностью полномочия на все поселки, на все наши поселения, в том числе и районные, которые входят в состав, я думаю, будет, наверное, лучше, конечно. На ваш взгляд, нужно ли привлекать местных жителей, будущих переселенцев, к контролю программы переселения?
вообще подобный общественный контроль, чтобы они следили за не только строительством нового дома, но и, допустим, за сносом. Я думаю, почему нет? Можно использовать и такую практику, можно и привлекать как созаемщиков каких-то, то есть практиковать как долевое строительство, то есть брать ипотечные, долевые какие-то ресурсы, денежные свои какие-то. Возможно, конечно, да. Почему? Каждый житель, допустим, или каждый желающий, наверное, наш нерюнгринец согласен будет поучаствовать, если ему будут какие-то варианты, альтернативы выбора, то я думаю, да, почему нет. У кого-то, может, есть какие-то накопления, кто-то захочет построить, может быть, и частные какие-то дома свои, может, какие-то квартиры, там, индивидуальный подход, там, поменяет с двух на более улучшение там, своего жилья. Я думаю, да, почему нет. Ну и в том числе, наверное, жители смогут контролировать застройщиков, чтобы они не срывали, допустим, сроки ввода домов. Конечно, разумеется, соответственно, если будут привлечены какие-то сторонние деньги ипотечные, то, соответственно, еще и банки будут контролировать. Наверное, тоже целесообразно это рассмотреть. Может, это не тот город или не тот масштаб населения, но в других городах это практикуется. То есть и созаемщики, есть и строительные какие-то бригады, которые действительно сами жильцы контролируют, сами уже застройщика своего контролируют поэтапно. Думаю, да, это как альтернатива жителей. В следующем году в России заработает новая программа переселения из аварийного жилья. Предусмотрена огромная сумма — 432 миллиарда рублей. Нерюнгринский район готов ли к выполнению, с учетом того, что складывается вот такая картина элементарно по сносу? И, на ваш взгляд, какие прошлые ошибки нужно все-таки учесть, если муниципалитет попадет в очередную программу и жилье снова начнут строить, людей расселять? Ну, я думаю, это тоже, конечно, ошибки. И проанализировать все невозможно. Ну, самое главное, это, наверное, конечно, нужно перед тем, как строить что-то, либо планировать что-то, нужно, наверное, территорию как-то очищать, благоустраивать ее, делать скверы, потом уже после чего начинать, наверное, за новое строительство, либо давать какое-то жилье, вторичное жилье, выкупать вторичное жилье, трудоустраивать. Ну, можно также, я не знаю, думаю, нужно в основном уделять внимание больше это качеству, наверное, качеству и строительству, конечно, и территории, на котором будет заведено застройка домов. Думаю, да. То есть я правильно понимаю, застройщик, строительная компания не должна заниматься только строительством дома. Я воткнул пятиэтажку каменную, а дальше хоть трава не расти. Нужны подъездные пути, условное облагораживание территорий, детские площадки. Должна быть социальная ответственность. Должен быть подход, наверное, местных у нас властей к этому, не только разыгрывать вот эти аукционы там на уровне федерального законодательства, но и я думаю, что на местном уровне тоже должно как-то контролироваться, в том числе и застройка, рекультивация и все остальное. То есть вопросов по жилью, по строительству, по рекультивации тут масса. С позиции депутата районного совета, вот на ваш взгляд, как должна выстраиваться именно работа народных избранников и работа, условно, районной администрации по данному вопросу? По расселению, по переселению. Уже чаще встречаться, обсуждать, потому что есть наказы избирателей. Ну, не совсем у нас сегодня народ готов и в том числе верит, да, в то, что сегодня у нас депутаты могут сегодня что-то повлиять. Ну, думаю, здесь вопрос тоже такой, как бы, открыт, наверное. Люди, конечно, должны сами себе идти, думать, что-то поменять во власти. Ну, не совсем люди просто доверяют и верят, что на самом деле это можно изменить. Хотя депутаты сегодня это наивысший орган, наверное. Это, так сказать, работодатели, да, сегодня непосредственно руководители первых, это то есть главы и так далее. То есть законодательство сегодня предусматривает ту власть исполнительную, которую могут контролировать депутаты. Но не все депутаты это могут, наверное, и компетентны в этом, и понимают вообще, зачем они туда пришли. По собственной инициативе, наверное, сегодня, я думаю, что мало кто вообще пошел бы контролировать сегодня нашу исполнительную власть, потому что люди уже ничему и никому не верят.